7 ноября в Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева состоялся семинар, посвященный теме «Ингушский конный полк Кавказской туземной конной дивизии в событиях 1917 года». По старому стилю 7 ноября приходится на 25 октября. Именно в этот день, в 1917 году, в Петрограде произошли события, известные в истории нашей страны как Великая Октябрьская социалистическая революция. Сегодня проводится научный семинар, он посвящен событиям, которые произошли 100 лет назад в истории нашей страны и, безусловно, повлияли на судьбы многих народов, которые проживали не только в этой стране, но и, скажем так, они произвели коренную перестановку политических сил, изменили социально-экономическое, политическое, культурное развитие страны. И, в принципе, в рамках научного семинара, который у нас озаглавлен как «Ингушский полк Кавказской туземной конной дивизии в событиях 1917 года», мы решили рассмотреть роль, значение вообще ингушского полка не только в политических событиях, но и их участие в военных действиях на фронтах Первой мировой войны. Безусловно, не стали ограничиваться только ингушским полком Кавказской туземной конной дивизии. Один из докладов наш будет посвящен тому, как складывалась политическая ситуация на Кавказе, в частности Ингушетии. В рамках семинара обсуждались общие вопросы относительно периода становления советской власти. Но в основном был проведен анализ влияния рассматриваемых событий на судьбу ингушского народа. Очевидно, следует сделать такой общий обзор воздействия событий 1917 года на развитие событий на Северном Кавказе. И в частности, в Ингушетии, которая на этом сходятся практически все непосредственные участники тех событий, какой бы лагерь политически они не представляли, что очень характерно. Ингушетия сыграла ключевую роль в том, что политическая ситуация на Северном Кавказе и в Терской области в частности повернулась именно таким образом, а никак иначе. Ингушетия, как известно, приняла самое активное участие в революционных событиях столетней давности. И то, что на Северном Кавказе, в той его части, которая тогда называлась Терской областью, политические события повернулись именно таким образом, привели именно к таким результатам, к которым привели, в этом огромная заслуга Ингушетии, ингушского национального движения, в чем единодушно сходились совершенно полярные, антагонистичные силы, участвовавшие в событиях революции и гражданской войны. То есть как со стороны тех, кого называли контрреволюцией, так и со стороны тех, кто непосредственно пришел к власти по итогам этих событий, я имею в виду большевиков. Участники обсудили характер воздействия общих преобразований в стране на развитие отдельных регионов, в частности Ингушетии. Были рассмотрены как положительные, так и отрицательные стороны смены власти. Если брать политический аспект, то это в первую очередь, безусловно, создание национальных органов власти. Если говорить о том, какие новшества принесла не только Октябрьская, но и прежде всего Февральская революция, потому что национальные органы власти появились именно по ее результатам уже в феврале-марте 1917 года, то, безусловно, одним из важных, если не сказать важнейших и наиболее значимых итогов можно назвать именно это. То есть появление Ингушского национального совета, его формирование уже весной 1917 года, но почти на полгода предшествует событиям октября, и явилось непосредственным результатом падения монархического режима и смены власти в Петрограде. Такие явления, как съезды ингушского народа, первый из которых также прошел весной 1917 года, и которые затем стали одной из важнейших примет общественно-политической жизни Ингушетии того времени, это также следствие революционных событий. Как бы сегодня критично мы не относились к большевистскому режиму, к тем негативным сторонам, с которыми была связана его деятельность на протяжении 7 с лишним десятилетий, но историческая объективность требует от нас, чтобы мы отметили, что все-таки народное представительство и вовлечение широких слоев общества в управлении государством, не то чтобы в управлении даже, а в целом в общественно-политический процесс, оно было прямым и непосредственным следствием тех событий, столетний юбилей которых мы сегодня отмечаем.
Безусловно, мы не можем не отметить такие моменты, как образовательный скачок, который для народов Северного Кавказа, в частности для ингушского народа, он был особенно значимым. Разумеется, последствия тех событий, они не исчерпываются положительными переменами и в социальной, и в политической структуре. Имелась и обратная сторона медали, и нашему народу и нашему региону пришлось с этими последствиями также столкнуться очень близко и в какой-то мере даже более тесно, чем некоторым другим народам. Подробно была проанализирована идеология советской власти, что в свою очередь позволило понять причины многих последовавших за установлением нового режима проблем и потрясений. Максимальное использование всех рычагов для прихода к власти и затем использование всех возможностей для того, чтобы эту власть удержать. Вот в этом, в общем-то, и сущность большевистского режима и в российском масштабе, и применительно к Северному Кавказу. Приведу небольшой пример, который хорошо известен всем тем, кто исследует эту тему. Из общения того же Васангирея Джабагиева, председателя Ингушского национального совета, с представителем, с эмиссаром большевистского центра на Северном Кавказе Сергеем Орджоникидзе в августе 1918 года. Нам известно, что в тот период советская власть находилась буквально на волоске на Северном Кавказе в результате пресловутого Бечараховского мятежа, захвата Владикавказа белыми. Съезд народов, вернее, съезд советов Терека, который проходил в Владикавказе, вынужден был искать спасение в Ингушетии, где, собственно, нашел убежище и сам Орджоникидзе. И вот, когда готовилась операция по освобождению Владикавказа, которая была невозможна, непредставима без участия ингушей, ингушских отрядов, обсуждалось и будущее Ингушетии после победы большевиков. И в частности, Галучебеев, который был свидетелем этих переговоров в своих воспоминаниях, которые сегодня хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории, он приводит такой факт, что Орджоникидзе давал любые обещания, включая независимость Ингушетии, что, в общем-то, в то время казалось непредставимым, но большевики шли на такие обещания. Спустя 2 года, в 1920 году, когда большевики победу на Тереке одержали с помощью ингуша Иванова, и Джабагиев, вернувшийся из тифлисской эмиграции, на непродолжительное время посетивший Ингушетию, вновь имел встречу с Орджоникидзе, на этот раз уже не в Базоркино, а в Назране, и он напомнил Орджоникидзе о его словах 2-летней давности, на что услышал откровенный ответ, что эти обещания мы выполнять не собираемся. Орджоникидзе это объяснил тем, что вы, то есть горское правительство, одним из функционеров которого видных был Васангирей Джабагиев, вы готовили нам кинжал в спину, пока мы здесь воевали. То есть дать обещание и отказаться от него для большевистских лидеров, даже наиболее совестливых, к которым вообще-то можно отнести Орджоникидзе, ничего не значило. Это была логика этой партии, это была политика. Как известно, одной из основных предшествовавших смене власти в стране проблем была земельная. Но так сложилось, что советская власть не оправдала ожиданий населения в этом вопросе, а во многих случаях усугубила ситуацию. Победа Советов привела в краткосрочной перспективе к серьезному улучшению земельного положения, самого острого из всех социально-экономических вопросов, которые терзали Ингушетию на момент начала 20 века. В то же время не будем забывать, что именно последствия тоталитарного режима, установленного уже при Сталине, привели к тому, что Ингушетия лишилась 40% своей территории и наилучших, наиболее плодородных земель всего своего промышленного потенциала. Завершая, хочу отметить, высказать уже, как говорится, собственное мнение, что тема революции, тема гражданской войны, она очень сложна, она не терпит однозначных оценок, и даже вот в этом коротком сейчас выступлении мы можем проследить и целый ряд очень важных позитивных изменений, многие из которых оказывают свое позитивное влияние на нашу сегодняшнюю жизнь. И очень
очень большое количество, и особенно в том, что имеет отношение к нашему народу, негативных и очень долговременных отрицательных факторов. Если говорить об изученности данной темы, то, в общем-то, казалось бы, она хорошо изучена еще в советские годы, потому что она была одной из самых популярных тем в изучении советских авторов, событий, связанных с революциями, с гражданской войной и так далее. Однако, все мы хорошо знаем, что в то время огромное влияние на изучение данной темы оказывала политическая конъюнктура. И объективным изучение этой темы в то время назвать было сложно. Сегодня, когда стали доступными многие архивные источники, которые прежде были закрыты для доступа исследователей, когда появилось огромное количество вновь опубликованных и дошедших сегодня до широкой аудитории свидетельств очевидцев того времени, участников тех событий, которые по разного рода причинам ранее также были закрыты для публикации. Конечно, существует сегодня возможность более объективного, более объемного, разностороннего изучения этой очень сложной, многоаспектной и представляющей благодатное поле для исследования темы. И как бы долго не шло это исследование, и как бы много не было работ, посвященных ему, наверняка она еще очень долго будет востребована с исследовательской точки зрения. Также была затронута очень важная тема, предшествовавшей Октябрьской революции, Корниловское выступление. Как известно, неудачно предпринятая Верховным главнокомандующим русской армии генералом Корниловым попытка установления военной диктатуры с целью восстановления в России твердой власти и предотвращения с помощью военной силы прихода к власти левых радикалов, большевиков. В конце лета 1917 года Кавказская туземная конная дивизия должна была принять участие в событиях, которые позднее получили название как Корниловское выступление. Это выступление получило название по фамилии Верховного главнокомандующего Лавра Георгиевича Корнилова. И, естественно, Кавказской туземной конной дивизии здесь отводилась особая роль, так же, как и 3-му конному корпусу под руководством генерала Крымова. Итак, доклад, который называется «Кавказская туземная конная дивизия на перепутье судьбы», будет озвучен старшим научным сотрудником отдела новой и новейшей истории Алмазовым Исой Геннадьевичем. Мы знаем, что за последние годы вообще и в России, практически начиная вот с 90-х годов 20 века и по сегодняшнее время в военной историографии России написано довольно много, касаясь событий 2014 года, 2018 года. И, в частности, тем национальным военным формированием, которые были в составе Российской императорской армии, в том числе вот и Кавказской туземной конной дивизии. Корниловское выступление вот так хорошо, активно начавшееся в августе, в конце концов просто постепенно затихло. И основной, уверен, причиной к этому явились некоторые два пункта. Это первое – несогласованность действий частей отдельной Петроградской армии. И второе – пока Корнилов и Крым были заняты Петроградской армией и слишком медленно двигались к Петрограду, Керенский бросил против наступавших частей самую, в кавычках, мощную силу агитаторов. А от Корнилова не было практически ни одного. Вот эта огромная армия агитаторов на автомобилях, на чем только можно двигаться, устремилась навстречу наступавшим частям, в том числе и против дикой дивизии. В завершающей части семинара были даны отзывы на основные доклады. Участники отметили содержательность выступлений, новый подход в анализе и оценке событий. Я думаю, выскажу общее мнение всех присутствующих. Мы заслушали очень интересных два доклада, которые расширили в некотором смысле наше познание в области этих двух проблем. Пожалуй, ни об одном событии в мировой истории не написано столько, сколько о так называемой Великой Октябрьской социалистической революции, столетие которой отмечается в эти дни.
Кстати, интересный вопрос всех нас волнует, почему именно большевики, им досталась власть, в то время в России было более 300 партий, самые крупные из них и большевистская, меньшевистская, значит, эсеры, НСы, трудовики, октябристы там и так далее. Но именно большевики, на мой взгляд, только по одной причине. Недаром Тимур говорил, что власть валялась на дороге, и совершенно случайно на Западе, как говорили исследователи, что большевики ее подобрали, эту власть. Любая партия могла. Но именно большевики, на мой взгляд, очень хитро выдвинули понятные абсолютному большинству населения России лозунги. Значит, землю крестьянам, заводы и фабрики рабочим, мир народам. Кто против этого был в России 17 года? Никто. Все были за. Одна из последних и вместе с тем фундаментальных работ по теме, книга Исы Алмазова, сам автор является потомком одного из всадников ингушского полка Заурбека Бекборова. Я должен от вашего имени, от своего имени высказать искреннюю признательность Исе Алмазову, который очень много сделал для исследования этой проблемы. Его публикации по ингушскому конному полку Кавказской туземной дикой дивизии, эту страницу нашей истории, которая вообще 30-40 лет назад ничего не было известно, он идет впереди. И дай Бог вам здоровья, чтобы и дальше продолжать работу. И этот мартиролог, который вы готовите по всадникам и офицерам, всадникам дикой дивизии, я думаю, это тоже будет большое достижение. Вы знаете, тема эта достаточно хорошо изучена. Она является одной из ярких страниц военной истории ингушей. Но и тем не менее я бы хотела отметить, что есть вопросы, которые требуют более тщательного изучения, более серьезного подхода. В последнее время, конечно, появилось много работ именно по участию ингушского полка в ходе Первой мировой войны. И одной из таких серьезных работ, на мой взгляд, это работа Исы Алмазова «Рыцари чести и долга». Работа подготовлена на основе архивных материалов. Этот исследователь кропотливо и очень серьезно относится к изучению проблем этих, изучению вопросов участия ингушей в ходе Первой мировой войны. До этой монографии у него были опубликованы и другие труды, которые тоже вызывали интерес у исследователей. Помимо Исы Алмазова, еще этой темой серьезно занимается также Мадина Назаровна Катиева, которая подготовила ряд статей, серьезных статей по данной проблематике. Скажу также, что в 2013 году я заинтересовалась личностями командиров ингушского полка, это Георгий Мерчули и Асламбека Катиева, и мной была подготовлена статья командира ингушского конного полка туземной конной дивизии. В ходе семинара не раз было отмечено, что исследования необходимо проводить тщательно. Полученные же сведения должны подвергаться всестороннему анализу. Столетие подобных больших исторических событий – это, конечно, важная дата, когда нужно действительно делать анализ, подходить к этим вопросам осмысленно, именно научным деятелям, тем, кто занимается историей, в данном случае нашего региона, истории Ингушетии. Что дало это событие, Октябрьская революция 1917 года для ингушского народа, для ингушей? В этом контексте появляется в последнее время очень много работ, касающихся как самих событий 1917 года, так и гражданской войны на территории Северного Кавказа и Ингушетии. Конечно, очень много белых пятен в этих вопросах. Значит, это и об участии ингушей в этих событиях, во-первых. Во-вторых, о тех жертвах, которые были принесены нашим народом
в годы гражданской войны, после Октябрьской революции. И то, что с нами стряслось уже в годы советской власти. Единственное, вот я бы отметил положительное вот в этой истории именно на протяжении советской власти, что у нас было, это, наверное, у ингушского народа то десятилетие, которое было, где было очень хорошее развитие у Ингушской автономной области, начиная с 1924 года по 1934 год. Несмотря на сравнительно хорошую разработанность, обсуждаемая тема все же требует дополнительных исследований. Семинар позволил не только подвести итоги, проделанные в изучении рассматриваемого исторического периода работы, но и наметить дальнейшие шаги в этом направлении. Анализируя сегодняшнюю конференцию нашу, а мы проводим подобные конференции очень часто, мне кажется, что сама конференция удалась. И вот эти два доклада, которые были здесь нам представлены, они имеют очень такое хорошее значение, ибо это совсем другой подход, нежели было раньше. Это уже подход такой, что это действительно исследовательский подход. Конечно, нельзя сказать, что полностью все изучено. Дело в том, что любая тема, она требует и переосмысления, и тщательного изучения, и поэтому очень много сегодня вопросов, которые требуют дальнейшего изучения и своих исследователей. И я надеюсь, что молодые ученые, молодые исследователи этой темой заинтересуются, и те вопросы, которые сегодня, скажем, не так глубоко и хорошо изучены, будут ими исследованы. Это такая тема, по которой выводы подбивать еще очень рано, но в любом случае всякие научные семинары, научные конференции, они позволяют как-то по-новому посмотреть на эти темы, что-то новое сказать, какие-то вновь введенные научные источники проанализировать, возможно, продискутировать. Так что в любом случае это должно стать каким-то еще одним вкладом в дело изучения этой темы.